Walaikum assalam. Samado. Good evening. Walaikum assalam. Шудо марш, Велер маршал. Чечен блогер. Walaikum assalam. Могу шуса. Казара моду. Yeah, now you got me. Тимур, валейкум салам. Ух ты, так, Сюрет дал езер. Дик бушам харуа, дик хайшуису. Казар моду. Алхамдулилlah. Нохчи война. Аллах, рейс хыл. Луча. Слава Ичкерии, слава Кавказу. Так, ну как же вы похожи на своего отца, да, этого резком особого лишь, да, все мы как-то похожи на мать, на отцов наших, на своих родителей. Мы их часть. Валейкум ассалам. Прогресс. Валейкум ассалам. У нас достаточно. Так, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ну да, кстати, Фархад, да, вот насчет нашего брата Фархада спрашивают. Фархад мне звонил, мне как-то надо найти время, позвонить ему. Ну, я обязательно с ним свяжусь. Валейкум ассалам. Так, валейкум ассалам, no name. Как думаешь, когда проклятая русня начнет рассыпаться? Она уже рассыпается, начинает, процесс пошел. Иншаллах. Так, Холден то, так, Анзор, ты часто видишь мои сообщения, можешь посчитать меня провокатором, но запомни, только единство может победить более сильного врага. Украинцы объединились, и с ними сейчас весь мир. Что за тон? Это, во-первых, все время, как я выступаю здесь публично, вот так, или же где я что-либо пишу, например, будет эта статья, я всегда подчеркиваю этот момент, что нам необходимо единство. Но единство не может быть на лжи и на двуличии. И я призываю к единству на истине, именно так, как говорит нам Всевышний Аллах. Вот чему я призываю, всегда говорил. Так что это не мой адрес. Так, Луча пишет, я желаю, чтобы вы вернулись на свою родину и так, отомстили. За Дудаева, за Масхадова. Тут месть, если будет такой факт, скажем, я не хочу, вот знаешь, вот так преподносить, что это месть. Нет, это наш долг уже. Долг. Нам придется, и мы придем к тому, что нам надо будет забрать все то, что у нас забрали, а потом уже напомнить о том, что с нами сделали, и мы свое слово скажем. Ламанхуа. Валейкум салам.
Обзор, когда съезд будет, нужна ли финансовая помощь вашему движению? Любому движению нужна любая поддержка словом, нужна также финансовая помощь, потому что я не буду сейчас полностью все моменты говорить. Любой активист в этом нуждается. И движение, как я сказал. А насчет, когда будет съезд, это будет объявлено по-любому на всех наших каналах. Ну, мы посмотрим, в общем, скажем. Алейкум ассалам, ва баракатуху. Холден то, вы снова внутренний распри развили. Вас даже нельзя признать как государство, ибо любое ваше единство сугубо только на Ютубе. Есть закон в Украине. Так, о признании Ичкерии, только непонятно с кем. Так, первый момент. Вы снова внутренне развили. Это неправда, это не в наш адрес, это в адрес тех людей, которые действительно это сделали. Мы тут не виноваты, мы наоборот призываем, я еще раз подчеркиваю, мы призываем к тому, что нам говорит Всевышний Аллах. Какие-то личности, сейчас скажу более подробно. Все эти 20 лет вот этим именно и занимались. И ничего не сделали, чтобы у нас было это единство. И мы сейчас все пытаемся собрать. И мы долгое время их призывали. Они не считали нужным прислушиваться. Вот. И, как я вижу, и не хотят этого единства. Эти люди действительно не хотят единства. Они не хотят с кем-то объединяться. Они действительно делят людей на группы, на отряды там, и так далее, на джаматы и так далее и тому подобное. Муслим, Вильно, в Польшу приедешь как-нибудь? Приеду. Скажем, месяца 2 тому назад, или там 2,5, примерно так, был у вас в Польше. Алейкум ассалам. Анзор, как считаешь, будут ли приняты какие-либо шаги или хотя бы начертаны следующие шаги, которые нужно сделать, чтобы приблизить независимость нашего государства? Я не устану говорить, и буду продолжать это говорить, пока это не случится. Нам нужно это единство. Не то единство там, не с сомнительными личностями там. Да, есть такие люди, которые на язык подвешены, делают какие-либо там разные громкие заявления, но по факту они не хотят единства. Есть такие люди среди нас. Единство должно быть искренним. Вот. От всего сердца, ради Всевышнего. Вот. Тогда легко отодвинуть разные амбиции, обиды. И оно может быть только на правде, а не на лжи и не на двуличии. Вот так вот считаю я. Про ремень вспомнили, напомнили. В общем, да. Так, зачитаю сначала.
Анзор, придет время, когда будешь их наказывать ремнем, вопрос. Хотя с ним и недостойно даже такого, имея в виду с этим ремнем. Но, как тут в комментариях писали, повернуть ремень другой стороной, чтобы отпечаток от герба остался во всех местах. Надо отшлепать капитально. Да. Анзор, ты не в хорошем месте сидишь. Горло шхила, алсан был кенте дюнян нефть. Пасюхоба Алла рейсвыл, валлахи вайпусар дешмадаться, дамадаться, такой чмаду. Дохкой камилашем дур хока чашу. Хую хуша. Дохкой камилашля, ша миск зудрим бях боц нах изба мейрл тяхан. Виштун сатуян кан. Ацак гучвалиш. Валиш. Не считаешь ли ты, Анзор, более продуктивным игнорировать тех, кто не хотят единства и продолжать работу с теми, кто хочет единства? Ну, моя работа, вот именно если говорить сейчас про меня, потому что я сейчас за себя говорю, оно должно произойти вот так, вот честно говорю, во всех странах, городах, где я встречаюсь, вот, именно так и говорят. Именно этого и хотят. И все наши действия делаются именно с учетом, вот, как ты пишешь, чтобы объединяться. Вот я учитываю вот это мнение людей. И поэтому я в последнее время уделяю максимум своего времени, чтобы общаться с людьми, слушать их и узнавать их мнение. Потому что потом уже легко работать, учитывая мнение общества. Анзор Харух Вейн Юкверс Келич Верси Матта Ундуиц Андуицеш Дуй Вейню Адек Сахушбу Нах Акину Халдис он дошхити Верси Матта Дахит Нах Ихоша Лиошхач Дадуй Дош Валлай дуется, английский матта дуется, ирский матта дуется, еще норвежский матта дуется, французский матта хасу. Ишт халду, диц, адозик, диц, валячка худу. Вот большая кум дойша масана гушма дуя. Тундера Келхум да. Абдураман, Анзор, как ты относишься к течению в исламе, в частности к салафизму, как в Саудовской Аравии? Кадыров говорил, что будет после первого предупреждения убивать салафитов, и сам слышал это его интервью. Ну, в общем, надо спросить этого ушлепка, что он говорил, почему он говорил. Я не хочу сейчас на эту тему что-либо говорить. Холдинг того, так. Насчет Светской Республики, там говоришь, про шариат говоришь. Мы мусульмане. Это во-первых. Во-вторых, мы демократы. Ну, докажи, что мы не демократы. Мы всю историю, нашу историю чеченцев,
всегда были, оставались вот демократами. У нас все было, учитывая мнение народа, мы уважали народ, уважали друг друга, была свобода слова, каждый человек мог высказать свое мнение. В моем понимании это есть демократия. И никто сегодня не может нас научить этому. Почему правительство в изгнании не хочет встречаться и объединяться? Если цель одна, то в чем проблема? Ну, говорят, что цель одна, но то, что я вижу, они ни с кем не хотят объединяться. Пытаются других дискредитировать, очернить как-то. И уже давно делят наше общество. Ну, я понял, о ком ты сейчас говоришь. Вот такое мое мнение. Кто не согласен, встретитесь, я объясню, почему у меня такое мнение. Я могу выложить любые факты по этому поводу. Анзор, есть ли вероятность, что чеченцы будут воевать против чеченцев? Ну, с руками этого мерзавца, ушлепка Кадырова, чеченцы начали убивать чеченцев. Понимаете? Русским удалось все-таки. Это давняя мечта русских генералов, политиков. Вот, чтобы чеченцы воевали друг против друга. Вот чего добился этот мерзавец руками другого мерзавца, то есть Путин Кадыров. Алейкум ассалам ва баракатух. Анзор, независимая Чеченская Республика может быть парламентской. Прогресс. Мне сложно насчет этого ответить сейчас. В общем, какой она будет, здесь я не могу тебе сказать, потому что я от себя этого не могу говорить. Алейкум ассалам, Аллах, Расул, амин. Бонд, насчет съезда, что, херил, канал Яцера, была там мацбулошку, сунец алхурда, мацбулошку, канал сами, да, букса, что, было набуло, был что. Оккупация Ичкерии, все правильно сказал Закая, потому что мы потеряли страну из-за джаматов. Дела, вот с джаматом, алам герчу, и он, я
цахшая синваш далуш дабуль кенти бокуш. Ахуалыят, я кивек хуалыятся. Мустанг, что скажешь? Что скажете про Мурдашева? Мурдашев я его знал давно. Он давно знал, хороший человек. Сейчас он дома, как вы знаете. Ну, насчет съезда, так, еще раз у меня спрашивают. Ну, я много раз говорил, что это будет объявлено везде, в социальных сетях. Здесь отдельным видео и в Инстаграме, или там в Фейсбуке, там Вейкенте да конзор гулам бир буя стенга. Минухча гуми ва еще шухсо мерша вору. Длины Хасана, вот где-то я тебя видел. Сейчас я отвечу, с кем объединяться, тому же правительству, с тобой, с Тумсо, с Джамбулатом, что это вообще значит. Но приди на съезд, вот, и узнаешь, с кем и как нужно объединяться. Анзора, объявляйте хотя бы за неделю до съезда, а не за 2 или 3 дня. Но в течение недели каждый день объявлять. Ну, а ты вспомни, как это было. К примеру, с пресс-конференцией последний раз в Страсбурге. Мы заранее объявили, вот, не только я, но и другие люди тоже объявляли об этом. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Листаю ваши сообщения. И тут был примерно такой же вопрос, как мир тебе, какой видите ЧРИ после деоккупации, какое правление. Ну, какой я вижу, но я не хотел бы ничего менять. Потому что эту республику строили умнейшие люди, начиная от Джохара Дудаева. Фархат Файзулаев, алейкум салам, брат. Алхамдулилlah, все хорошо. Благодарю, брат.
Спасибо, что написали сообщение. Обращаться в ислам, я правильно понял, или вы считаете, что это одно и то же? Ну зачем меня провоцировать на какой-то ответ? Не надо меня провоцировать. Ты прекрасно знаешь, как я ответил, что я имел в виду. Алейкум ассалам. Белокиев, вот, как раз тебя не хватало. Ислам маршвол, ассаламу алейкум раматуллахи баракату. Савош кес гурдувай, иншаллах. Ай рагат кдуй кяч дия сун дуах карина, сун дуах делокуза. Чол хаз дуах кду тях гербью, та касинц видео чуайрара, сун достойно применение король сумя. А рогат кто сейчас дуах дяч, в общем, отшлепаем там, кого надо. Анзор, считаешь ли ты, что Украина победит? Я уверен. Уверен. Беларусь. Так. Ахмед Закаев недавно на форуме демократических сил белорусский вопрос недавно предложил нашим ребятам, в частности Вадиму Прокопьеву, сотрудничество, так как наши режимы похожи. Что думаете, Анзор? Против. Никак они ничем не похожи. Огромная, большая разница. И человек, который это говорит, то я считаю, что он в действительности не знаком с реалиями, даже в нашей республике. Алейкум ассалам. Ага, Белокиев ответил. Ремень видел, только что посмотрел ваше видео с Джамбулатом. Ремень отличный. Ремень хороший. Вот так будем бить, что отпечатки герба будем оставлять. Вайбуал бир бонсан. Лерлу шала ислам. Шала. Кестудуэ. Маршало вижашка. Ламанхов пишет, ислам будет рогаткой сбивать гусей, а Анзор пороть ремнем приземлившихся. Добивать? Аламан, так, Лениан, перспектив. Хасуна, милуется Обчуа, канал Саидана. Ну, в общем, да, на русском тоже скажу. Ну, есть один тут такой, если человеком можно назвать, не показывая свое лицо, не называя своего реального имени, говорит с таких серьезных тем. Ну, покажи себя, раз ты уж считаешь, что ты говоришь правду, чего так бояться. Человек, который говорит правду, не должен бояться. А тут открывает там разные каналы на разных платформах и проталкивает какую-то тему. Он не знает даже, что такое демократия на самом деле. Так, Ипсе, Диксит, Анзор, вы хотите
единую страну на Кавказе или отдельные национальные государства. Я хочу свое чеченское государство. Вот что я хочу. В первую очередь. Валикум ассалам. Анзор, я склонен думать, что после поражения против Украины Россия будет деколонизирована и денацифицирована. Ну да, как я уже давно говорю, Путин начал этот процесс по разрушению такой большой страны и богатой страны, кстати. Вот. Он ее просто, ну скажем точно уже, что он ее просто добил. Теперь эта страна стала страной-изгоем, и другие лидеры этих стран называют эту страну террористической. Freedom style. Islamic interview yapaya, İslam için kurdu aynı şeyi yazıyor. Interview. Şeyh'ten bu, şovay bu soğuşma. Zıboy human analiza yalıyor. Ve aleyküm assalam. Беларусь, смотрите, Анзор, ведь диктаторы и у вас, и у нас, разве плохо им объединиться? Враг-то общий у всех. Ведь наш батальон имени Стуся, это Калиновского, воюет сейчас в Украине, и ваш шейха Мансура тоже. Да, батальон имени шейха Мансура, батальон имени первого президента Чеченской Республики Ичкерия Дудаева, а также отдельные чеченцы, которые входят в ВСУ, Вооруженные силы Украины, они сегодня воюют против русских оккупантов. И воюют очень давно, с момента начала этой войны, российско-украинской войны, с 2014 года. Вот. А насчет диктатуры, да, мы говорим, что у нас на чеченской земле сегодня диктатура. Ну, это мы так говорим. На самом деле, это не диктатор, а какое-то существо, которому сложно дать даже название, определение. Вот. Никакое слово ему не подходит. В Беларуси, да, Лукашенко, диктатор. А у нас просто существо. Тупое, гнилое, жестокое, подлое. Вот. Так что большая разница. Ричард Харман. К сожалению, Анзор, путь, который вы выбрали, это путь в никуда. А куда мой путь? Откуда ты знаешь мой путь? Если бы ты знал бы, то не говорил бы, или же ты говоришь это специально. У меня путь на этом пути, вот чисто вот так физически, я с 93-го года. И не собираюсь свернуть с этого пути. И никто не заставит меня свернуть с этого пути. Потому что это путь моих предков. Анзор,
Рамзан Кадыров, почему таким стал, каким он стал? Как вы думаете? Ну, я вот клянусь, никогда в жизни такое глупое существо не видел. Ну и трусливое. Мне даже вот неприятно вот про это существо говорить. Настолько неприятно. Вот, что я мог бы сказать. А почему он таким стал, ну, я уже перечислил. Всю его, ну не всю, не полностью, но характеристику его. Он готов сделать все за деньги. Даже там, я почти даже уверен, что верю такой версии, что он причастен к убийству своего отца ради денег, ради власти. И как я буквально недавно в своем интервью говорил, даже повторюсь сейчас, в тот момент, когда убивали его отца на стадионе, он же был начальником службы безопасности его, так вот, он в то время находился в дорогом ресторане, известном ресторане в Москве, и, скорее всего, праздновал свою личную победу. Ричард Харман, путь предков – это тупик. Ты не трожь путь моих предков. Не трожь. Не оскорбляй их. Алейкум ассалам. Я понимаю путь истины, но каждый из нас должен стремиться к истине. Ну, я знаю, скажу точно, и ты это тоже знаешь, что наши предки воевали, возвышая имя Аллаха, с именем Аллаха они погибали, отдавали свои жизни. Диксит, то есть он был и прежде такой, ну, да, был. Никак ничем, ни интеллектом, ни умом, ничем он не изменился, даже в своей разговорной речи. Ничем не изменился. Безумный бабуарс насчет Кутаева, связь Виба, яц. Руслан Кутаев, Казаза, Ганза, Бутханняля, Сахветия, 98-99, Иштардук. Так, хорошо, братья, сестры, друзья. Здесь я завершаю, просто хотел зайти, показать себя, почитать вас, на вопросы ответить. Почему ставка была сделана на Кадырова, а не на Ямадаева, как ты считаешь? Не считали Ямадаева более лояльным? Нет, они прекрасно знали, кого ставят. То есть Кадырова старшего ставили, потом его убрали, как я сейчас сказал, а потом поставили его этого ушлепка. Вот. И Россия прекрасно знала, кого они ставят. То есть вот этих, я даже не знаю, как их назвать. В общем, тех существ, которые за деньги сделают все. Не Аслан, а Анзор. Расскажи примерно, когда вы отправитесь на родину.
Ну, конечно же, я не могу этого сказать, но я уверен, что уже скоро, что уже наступило это время. Поэтому вот мы приложили максимально все свои усилия день и ночь, отодвинув все свое, мы стараемся сделать все возможное, чтобы приблизить этот день. Ладно, тогда Ичкерия, почему ты не подчиняешься заказу? А что, я должен? Я не должен. Не должен. Я хочу стоять на правде, и я буду стоять на правде. Я ничего не строю на лжи, не обманываю людей. Ты хотел это услышать? Видишь, что я даже своим ответом говорю правду. Ладно, еще раз благодарю всех. Аларис, иншаллах, все будет хорошо. Ассаламу алейкум, ва-рахматуллахи ва баракатуху. Свободное.